Добрый вечер. Время вечерних новостей. В студии работает Айслом Мурзакова. В рамках официального визита в Святой Престол сегодня состоялась встреча президента Кыргызстана Садыра Джапарова и первой леди Айгуль Джапаровой с папой римским Франциском. Глава государства выразил сердечную признательность за неизменную преданность продвижению высоких принципов и идеалов мира, справедливости и взаимопонимания между народами и религиями. Президент подчеркнул, что Кыргызстан является светским многонациональным государством, в котором в мире и согласии живут представители десятков этнических групп. Говоря о межконфессиональном согласии, Садыр Джапаров добавил, что в Кыргызстане все религиозные общины страны являются неотъемлемой частью нашего общества и играют важную роль в его развитии. Садыр Джапаров провел встречу с представителями бизнес-сообщества и деятелями культуры. Обсуждены вопросы углубления экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и в ключевые отрасли Кыргызстана, а также развития культурных связей между двумя странами. Глава государства подчеркнул важность бизнеса и культуры как инструментов для укрепления межгосударственных отношений и отметил заинтересованность Кыргызстана в партнерстве с итальянскими предпринимателями и инвесторами. В свою очередь, представители деловых и творческих кругов Италии выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Кыргызстаном, отметив значимый потенциал для взаимодействия в таких областях, как торговля, промышленность, энергетика, туризм и культура. Кроме этого, состоялось торжественное открытие парка «Кыргызстан» в Риме. На церемонии присутствовали члены кыргызской делегации, вице-мэр Рима Пьер Луиджи Санна, глава муниципалитета Франческо Дель Белла, а также члены кыргызской диаспоры, проживающие в Италии. Открытие парка символизирует дружественные отношения между Кыргызстаном и Италией, а также способствует развитию культурного обмена и популяризации кыргызской культуры в Италии. В рамках церемонии открытия парка стороны подписали меморандум о сотрудничестве между городами Бишкек и Рим. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров выступил на 31-м заседании Координационного совета руководителей налоговых служб и государств-членов СНГ в Бишкеке. Глава Кабмина подчеркнул, что за последние годы Кыргызстан добился значительных успехов в цифровизации налоговых процедур. В результате за последние годы доходы республиканского бюджета увеличились вдвое, а качество обслуживания налогоплательщиков улучшилось. Сегодня мы живем в эпоху цифровой трансформации, когда технологии проникают во все сферы нашей жизни, и налоговое администрирование не является исключением. Цифровизация не только повышает эффективность нашей работы, но и открывает новые возможности для усовершенствования процесса. Далее председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в открытии нового здания средней школы имени Джусупа Мамыра в селе Канкургон Алайкуйского Айлык-Мыту Каракульчинского района, сообщили в Кабмине. Глава Кабинета министров отметил, что за последние 3 года по всей Кыргызской республике строятся новые школы, детские сады и объекты здравоохранения. В Ошской области было построено 73 школы, в Джалабадской 38. Акылбек Джапаров подчеркнул, что возможность строить такое количество социальных объектов связана с ростом экономики и увеличением доходов государственного бюджета. Сегодня мы стали свидетелями открытия нового здания средней школы имени Джусупа Мамыра в селе Канкургон Каракульчинского района стоимостью 68 миллионов, рассчитанной на 225 мест. От имени Кабинета министров я от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным событием. Выявлена и пресечена контрабандная деятельность иностранных граждан и других лиц, занимающихся незаконным оборотом и продажей корней растения макротомия в особо крупных объемах, сообщили в Госкомитете национальной безопасности. По данным ведомства, при попытке реализации Государственным комитетом национальной безопасности изъяло около 1326 килограммов растительного сырья макротомии общей стоимостью примерно 3 миллиона сомов. В настоящее время комитетом продолжаются оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников данной преступной деятельности.
В Аламедынское РОВД обратился гражданин 1990 года рождения с заявлением о мошеннических действиях. В марте 2023 года ему показали участок сельскохозяйственного назначения, расположенный к югу от города Бишкек, который находился на балансе Таждыбынской сельской управы Аламедынского района, с предложением о строительстве многоквартирного дома. В апреле того же года, прикрываясь именами высокопоставленных государственных служащих, мошенники убедили заявителя передать им доверенность на свои дорогостоящие автомобили под предлогом оформления документов на участок. Однако документы так и не были оформлены, и, завладев значительной суммой денег, они скрылись. В дополнение к этому с аналогичным заявлением обратился другой гражданин, пострадавший от мошеннических действий тех же лиц на сумму $380 тысяч США. В результате их действий общий материальный ущерб пострадавшим составил более 41 миллиона сомов. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции Чуйской области установили подозреваемых в совершении данных преступлений. В соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики они были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. При проведении обыска в автомобиле задержанных было обнаружено и изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника ГКНБ. 3 октября в селе Джангджир Сокулукского района прошло рейдовое мероприятие под названием «Отработка». В нем приняли участие заместители начальника ГУВД Чуйской области Муратбек Абдылдаев. В ходе беседы с гражданами он проявил вежливость и провел разъяснительную работу, направленную на предотвращение противоправных действий. Кроме того, в рамках мероприятия проверялись водители, управляющие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также проводилась профилактическая работа с гражданами с целью предупреждения правонарушений. Следует отметить, что на территории Сокулукского района регулярно проводятся специальные рейдовые мероприятия. Министр экономики и коммерции Данияр Мангельдиев накануне встретился с послом Франции Николя Фаем для обсуждения двустороннего сотрудничества и актуальных экономических вопросов, сообщили в ведомстве. Министр отметил, что экономика Кыргызстана продолжает демонстрировать стабильность и готова к расширению партнерства с Францией. В числе ключевых тем обсуждения был проект «Куршавель», который направлен на развитие туристической инфраструктуры Кыргызстана и привлечет международные инвестиции, а также создаст новые рабочие места. Посол Франции выразил заинтересованность в углублении сотрудничества в таких сферах, как культура, энергетика и образование, подчеркивая важность укрепления двусторонних отношений. В настоящее время с развитием медицины появляются современные методы лечения различных заболеваний. Согласно статистическим данным, Кыргызстан занимает первое место по заболеваемости щитовидной железы. Для предотвращения и лечения этого недуга в Бишкеке прошла специальная конференция, посвященная инновационным методам лечения. На мероприятии собрались опытные специалисты-эндокринологи из 8 стран, которые поделились несколькими методами лечения. Участники конференции подчеркнули важность развития эндокринологии в каждой стране, чтобы обеспечить пациентам безоперационное и облегченное лечение, а также создать условия для оказания медицинской помощи в своих странах. Мы проводим это первую центральноазиатскую школу с международным участием. Школа, она предназначена прежде всего для врачей-эндокринологов, врачей ультразвуковой диагностики, цитологов, ну и это смежных специальностей. Основная цель данного мероприятия – это осветить, можно так сказать, это проблемы именно эндокринологии и именно современных методов лечения в частности. В этом году Управление водного хозяйства Чуйского района активно занимается ремонтом 3 ключевых оросительных каналов. До конца года в эксплуатацию планируют сдать каналы Р-12-2, Осмон и новые, расположенные в Буранском сельском округе. Эти работы направлены на улучшение водоснабжения сельскохозяйственных угодий региона и предотвращение потерь воды. На канале Р-12-2 идет замена старых водопроводных лотков. Ранее использовались небольшие лотки, которые давно пришли в негодность и находились в аварийном состоянии. Построенные еще в 1960-е годы, они не справлялись с текущими нагрузками, что приводило к значительным потерям воды. В результате проводимых ремонтных работ устанавливаются более крупные и прочные лотки, что позволит повысить эффективность канала. Этот канал обеспечивает орошение на площади 1207 гектаров, что играет
играет важную роль для сельского хозяйства. Основная проблема здесь заключается в изношенных водопроводных лодках. Эти лодки сильно устарели и находились в аварийном состоянии и не могли полноценно выполнять свои функции. В результате происходило много потерь воды. Сейчас мы полностью заменяем их на новые, более крупные лодки, которые способны пропускать больший объем воды. Это значительно снизит потери и улучшит водоснабжение полей. Кроме того, работы ведутся и на других каналах. На канале Осмон специалисты проводят комплексные ремонтные работы, направленные на восстановление системы водоснабжения. Канал Новый проходит механическую очистку и бронирование дна, что также повысит его пропускную способность и предотвратит возможные аварийные ситуации в будущем. Все работы должны быть завершены до конца года. Мы понимаем, что для фермеров нашего района водоснабжение – это вопрос жизни и смерти, особенно в условиях засушливых сезонов. Поэтому мы прилагаем усилия, чтобы работы велись без задержек. Управление водного хозяйства Чуйского района подчеркивает, что ремонт некоторых каналов завершится до конца года, что улучшит качество водоснабжения и позволит сельхозпроизводителям более эффективно использовать водные ресурсы. Сымбат Алмазова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чуй. Сегодня в архиве государственных политических документов Кыргызской Республики состоялось открытие личного фонда Абдыганы Иркибаева. В рамках мероприятия были представлены выставка документов, связанных с его деятельностью, а также продемонстрированы слайды. Кроме того, были подписаны акты о приеме документов личного фонда, которые будут храниться в Государственном архиве в течение 25 лет. В архив были переданы произведения, мемуары, политические работы и статьи литературной критики Иркибаева. Также были подписаны протоколы и постановления передачи личных документов Джорку Кинеша, включая трудовые книжки. Напомним, Абдыганы Иркибаев занимал важные государственные должности, включая президента Академии наук Кыргызской ССР, председателя Джорку Кинеша, министра печати и информации, а также вице-премьера Кыргызской Республики. Мы находимся в уникальном здании, где хранится история кыргызского народа и государства. В знак признания моего вклада в государство я передаю свои работы и документы. И сейчас проходит церемония, посвященная этому событию. Хочу выразить свою благодарность руководителям данного архива. Прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых людей. На праздник были приглашены ветераны, пенсионеры и активные представители старшего поколения. Мероприятие стало возможностью выразить благодарность людям, внесшим значительный вклад в развитие района и воспитание молодого поколения. Празднование Дня пожилых людей – это возможность выразить благодарность и уважение к нашим ветеранам. Важно помнить, что забота о пожилых людях – это наша общая ответственность, и мы должны стремиться создать для них комфортные условия и обеспечить достойное качество жизни. Данное внимание и забота о нашему третьему поколению, она на постоянной основе, как со стороны населения, так и наших младших поколений, обучающихся в школах, а также всех сотрудников как государственных органов, так и независимо от форм собственности. В ходе праздника для гостей была подготовлена культурная программа, выступления творческих коллективов, музыкальные номера и поздравления от представителей местных властей. Особое внимание было уделено вручению памятных подарков пожилым людям, отметившим юбилейные даты и отличившимся общественной деятельностью. Значит, сегодня в Чуйской области проводим День пожилых людей. Это день считается международным. Сегодня губернатор пригласил около 150 человек к этому празднику. И такие же мероприятия у нас сегодня проходят в каждом районе, в каждом селе, в каждом айлёк-мөтө. Где-то на обед пригласили, где-то ценные подарки дали, а где-то деньгами дают. Поэтому, к сожалению, этот праздник год раз, но тем не менее очень хорошо, что этот праздник есть. Местные власти подчеркнули, что забота о старшем поколении – это не только моральный долг, но и важная часть социальной политики района. День пожилых людей – это напоминание о том, что уважение к старшему поколению должно проявляться каждый день, а не только по праздникам. Сегодняшнее мероприятие с участием
администрация Чуйской области вместе с Кыргызским соцфондом Кыргызской республики, социальным фондом вместе для поздравления наших пожилых людей. Следует отметить, что в Чуйской области проживают более 95 тысяч пожилых людей. Эти люди являются важной частью нашего общества, несущие с собой богатый жизненный опыт и мудрость. Каждый из них внес значительный вклад в развитие региона и страны в целом. Айкен Маратбекова, Данияр Телебалдиев, УТРК, Чуйская область. Состоялся 10-й съезд Союза журналистов, на котором был избран новый председатель организации. На мероприятии собрались журналисты, а также известные деятели культуры и искусства, чтобы обсудить актуальные вопросы развития журналистики в стране. Подробнее в следующем материале. В ходе мероприятия обсуждались ключевые вопросы, связанные с развитием журналистики в стране, укреплением независимости СМИ и защитой прав журналистов. Делегаты отметили важность усиления поддержки профессиональной подготовки работников медиа. Сейчас телевидение и радио выходят на первый план. Социальные сети стремительно развиваются. За это время Абдыкадыр Дарданович проделал огромную работу. Его вклад в журналистику действительно ценен. Он оказал нам неоценимую помощь, дал множество полезных советов и выполнил много важной работы. Также на съезде состоялся выбор нового руководства Союза, что позволит усилить работу по поддержке и защите интересов журналистов. В завершении мероприятия были подведены итоги работы Союза за последние годы и намечены планы на будущее. За эти годы, 33 года Союз существует, то есть он ровесник нашей независимости, да, государства. А все, что испытывало государство, все, что испытывало наше общество, соответственно, все это отразилось и на Союзе журналистов. Журналисты за эти годы освещали и проблемы, и достижения нашего государства, наших граждан, нашего народа. И то же самое испытывали и сами журналисты, и сам Союз. Следует отметить, съезд стал важной платформой для обмена опытом и налаживания сотрудничества между различными медиаорганизациями, что, безусловно, поспособствует дальнейшему развитию журналистики в Кыргызстане. Айкен Маратбекова, Чингис Садыков, УТРК, Чуйская область. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Ислом Мурзакова. Ну а далее прогноз погоды на завтра.